Pöördäävad linnavolikogu linnavalitsuse liikmed alustame tööd Avastamäe linnavolikogu. Päevakorras on 5 punkti, kas on mingid ettepanekud päevakorra kohta? Какие-либо предложения по повестке дня? Замечания? Не вижу. Теком päevakorra vastuvõtmise poolt palun käega märku anda. Кто за принятие повестки дня, прошу голосовать. Päevakord on kinnitatud. Päevakorra esimene punkt Avastamäe linna liibeelarve ettekandja Tatjana Ivanova, kaasettekandja Riigikogu rahanduskomisjoni esimees. Пожалуйста, Татьяна. Городское управление подготовило проект 4-го дополнительного бюджета текущего года. Проект в первую очередь направлен на распределение государственных денежных средств, которые нам выделяют государство с определенным назначением на поддержку развития молодежной деятельности с интересом, а также мы уточняем собственные доходы наших учреждений и вносим некоторые изменения в инвестиции наши. Итак, по доходной части бюджета на 1470 евро увеличиваются доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений. И в первую очередь это учреждение небольшая сумма вам на винокрой 267 евро. И по аренде 9010 евро денежные средства, которые получили наши учреждения. Это Канна Винокрой, гимназия Канна Коколь за сдачу в аренду. И в расходной части бюджета эти денежные средства направляются по конкретному учреждению, где они были получены. 40 845 евро выделяет нам государство, как я сказала ранее, и небольшая сумма 53 евро, деньги, которые получает наша библиотека по договору создавания для развития ИКО. На 55 евро увеличиваются наши доходы. Что касается расходной части бюджета, то, как я уже говорила, насчет государственных денежных средств 40 845 евро. Городское управление в конце августа приняло распоряжение по распределению этих денежных средств по целевому назначению. Эти деньги у нас пошли в МТЮ. Некоторые наши учреждения, если это персональные расходы, то это личная руководителей кружков. Хозяйственных расходов это возможное оснащение, приобретение компьютерной техники, инвентаря и так далее. Так, спортклубы, их дотация увеличивается на 1362 евро. Конкретно это клуб Тэквондо, который занимается в спортивном зале биология 17 и на оснащение спортивного зала. КСМ, наш открытый молодежный центр, получает 1200 на оснащение своего спортивного зала, который находится в этих помещениях. Наш открытый детский центр по тусовке 1650 получает. Лифосатор руководитель кружка и на приобретение небольшого инвентаря. Изменения по библиотеке. Здесь у нас сумма идет увеличения 140 406 евро, из которых 53 евро это договор по страхованию развития стекло, и 140 353 евро мы переносим из наших инвестиций в расходы основной деятельности. Это денежные средства, которые были потрачены на оснащение нового помещения библиотеки. И в соответствии с законом о бухгалтерском учете единица, приобретенная единица, стоимость которой меньше 5000 евро, она ставится на учет как оборотное имущество или малооценка, и поэтому эти расходы и инвестиции, они уходят, поскольку не идут на увеличение стоимости самого здания. Центр культуры персональные расходы получает на личную руководителей кружков за счет государства, которые выделяют деньги. И 1970 идут у нас, театр «Другое небо», 1970 это на изготовление новых костюмов, декораций и на покрытие транспорта. Музей также получает целевые деньги от государства для молодежной деятельности по интересам на персональные расходы и на хозяйственные расходы, материалы для мастер-класса. Военные усики. Военные усики у
нас проблемы возникли. Здесь идет речь о ремонте системы обогрева полов в бассейне. Здесь необходимо денежных средств, чтобы ликвидировать эти проблемы. И 2600 мы выводим из расходов основной деятельности паяльной утики. И у нас в инвестициях появляется новый пункт ремонт вышеназванный, и сумма будет составлять 10 300 евро. Антонская школа 250 евро получает государственные денежные средства на персональные расходы, дополнительно в Анна-Линоколь государственные денежные средства 3299, 4305 идет у нас на хозяйственные расходы и 1235 это государственные деньги, остальное то, что они заработали от аренды выше плана. Канова школа, здесь у нас небольшая сумма 250 евро государственных денег, мы выделяем денежные средства на приобретение новой овощерезки и установка аварийного освещения это у нас исполнение предписаний. Гимназия получает государственные деньги 1705 и персональные расходы, и на хозяйственные 1395 и 5000, то, что они заработали от аренды помещений сверх плана. И самые большие денежные средства государственные идут у нас на нулей, на персональные расходы и на хозяйственные расходы. Хозяйственные расходы будут включать в себя приобретение микшерского пульта, радиомикрофоны, принтер, компьютеры и так далее. Наши расходы увеличиваются на 191 061 евро за счет той большой суммы 140 тысяч с лишним, которую мы отражаем здесь по нашей библиотеке. И это видно у нас в инвестиционном приложении. Вот как раз это то, что о чем я говорила. И обращаю ваше внимание, что из проекта 2017 года уходит у нас такой пункт, как реконструкция городского освещения. Мы поддержали проект внешней помощи, 60 тысяч мы уводим в минусы. По этому пункту 4 у нас денежные средства мы не получим, естественно, в этом году, поскольку отказ получили, не был поддержан наше ходатайство. А поскольку денежные средства в размере 80 тысяч включают в себя как внешнюю помощь 60 тысяч, 20 тысяч были наши, 20 тысяч остаются свободные, мы оставляем на ИАНИУСИКе, о чем я говорила, прогресс полос система, и в Эстонской школе 9360, ремонт спортивного зала, после того, как произошла практически крыша была демонтирована, мы об этом говорили в августе месяце, и то, что эта практически повредила потолок стены в спортивном зале Эстонской школы, выделяем дополнительно денежные средства на эти цели. Разница между доходами основной деятельности и расходами основной деятельности получается у нас минус 140 693, и на такую сумму у нас уменьшается наша инвестиционная деятельность. Проект представлен сбалансированно и в таком виде предлагается вам на обсуждение, то есть если записка была всем отправлена, и там уже можно более подробно Так, уважаемые коллеги, есть возможность представить вопросы. Пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. Татьяна, спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, в дополнительном бюджете я не вижу и перед этим, который мы принимали, 224 тысячи, которые город проиграл по суду в январе с фирмой Брункер. На данный момент ничего не известно, и члены городского управления, которые этот проект, такую информацию не отражают в данном случае. Уважаемые члены городского управления, не хотите прокомментировать данное утверждение нашего уважаемого депутата? Наверное, поскольку информация уже двигается, такая, что ведет людей с заблуждения, тогда, наверное, мы должны официально тоже об этом говорить, потому что такого решения суда и от города требовали такую сумму не существует. И поэтому здесь тоже мы об этом не говорим. Как это решение суда есть? Январское, 10 января. Тартовский окружной суд. Это пройдет, понимаю.
Не второй вопрос, это тот же самый вопрос. Ну, первый я ответил уже. Второй, это я отвечу так, что действительно спор идет, и решение суда было. И первое, что суд решил, это был срок года, и пункт вовремя свой иск или нет. И мы были на позиции, что они опоздали этим иском, но суд решил, что иск был подан вовремя. В том смысле, что допустимый срок, что закон для этого предвидит. А насчет суд этого иска, по сути, это иска не рассматривается. Так, еще вопросы, пожалуйста. Замечания? Пожалуйста, председатель комиссии, ваше мнение. Уважаемые депутаты, 19 сентября состоялось заседание финансовой комиссии, на котором рассматривался вопрос дополнительного бюджета, и финансовая комиссия приняла решение поддержать представленный со стороны городского управления дополнительный бюджет на 2017 год и передать его на обсуждение в городское собрание. Спасибо. Татьяна Андреевна, у меня вопрос. Комиссии предложения свои сделали какие-то по изменениям? Да, я прошу прощения. Значит, все комиссии сделали одно предложение дополнительно к этому проекту. И предложение это заключается в следующем. У нас остаются свободные денежные средства по строке, я пока расскажу, остаются денежные средства свободные по строке дотация наших общественных организаций, культурных обществ. А по строке спортивные мероприятия городские денежные средства закончились, а ходатайства о спортивных интервью поступили еще достаточно много, которые необходимо было поддержать. И на комиссиях на всех этот вопрос рассматривался, и было сделано предложение на 1490 евро уменьшить сроков дотация общественных организаций культурных обществ из 1492 на половину, на 40 юридиков добавить. То есть отсюда минус, сюда плюс. Вот это предложение я прошу депутатов проголосовать и внести представленный проект. И в целом по суммам ничего по общему объему бюджета не меняется. Там Коллеги, есть ли какие-то вопросы по поводу предложения комиссии, которые были сделаны? Если нет, тогда у нас с вами сегодня голосование будет проходить два. Первое – это те предложения. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что комиссия по развитию рассматривала данный бюджет, и решение комиссии поддержать данный бюджет, но при рассмотрении у меня было одно свое мнение, поэтому я бы хотел его тоже сказать. Оно, скорее всего, больше субъективно, а не объективно. Но я считаю, что при рассмотрении бюджета городское управление немножко некорректно выполнило свою работу при распределении государственных средств на деятельность кружков. Изначально организация поставлена не в равное положение, и деньги, выделяемые на деятельность по интересам от государства, были распределены не совсем рационально и пропорционально, что произошло вследствие отсутствия необходимого сотрудничества с организациями города. Также этот вопрос я поднимал и с отделом образования. У нас сегодня была встреча. Я думаю, что в дальнейшем все будет хорошо. Молодежные организации города посещают дети и подростки города. Они все дети наши, и независимо от досуга, они все равны в правах. Интересы могут быть разные, но поддержка должна быть пропорционально равной. Государственные средства должны не просто осваиваться на месте, но они должны работать, и организация, которая ходатайствует, не имеет четкий план для того, чтобы как более эффективно использовать данные средства. Как я уже сказал, что, на мой взгляд, работа была проведена недостаточно эффективно с некоммерческими организациями, и мое мнение, что данное распределение средств, оно законно, но все хорошо, но революционно какую-то деятельность в сфере молодежной работы данное действие не приносит. Да? Уважаемые коллеги, депутаты, было право на высказывание своего мнения.
бюджет вы поддерживаете, конечно. Да? Ну, я бы хотел, Понятно. комиссия поддерживает, а я бы хотел воздержаться. Так, уважаемые коллеги, голосуем мы с вами два раза. Первое, это предложение комиссии о переносе средств, которые предусмотрены для общественных организаций на статью, где у нас аккумулированы средства для проведения спортивных мероприятий для молодежи. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Цифра вас кто? Кто против? Воздержался? Так, второе предложение. Возвращаемся к проекту постановления. Итак, кто за принятие дополнительного бюджета города Силомея 2017 года, соответствующий тем предложениям, которые сейчас озвучила вице-мэр по финансам Татьяна Иванова, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кто против? Ярополитов? Решение принято. Päiväkoro teine punkt, Ranna arengukava, ettekandja Liina Tõniskade, kandidetkandidaat Tatjana Ivanova ja Ringkonna isakandja Kristi Pan. Пожалуйста, уважаемые депутаты, план развития города один из самых серьезных документов в городе. И, в принципе, для вас ничего нового нету. Процесс обновления этого документа мы начали уже в феврале месяца, провели все необходимые процедуры, и структура этого документа тоже такой же, как оно было раньше. Но какие точные уточнения произошли в этом документе после этого, когда в июне мы здесь это рассматривали, уже Алексей Степанович и Татьяна Иванова расскажут. Ну и, наверное, самое важное это, что уже несколько лет самая главная часть, или раньше было это отдельный документ, это бюджетная стратегия. Это как все наши цели, и действия, и желания собираются и деньгами как раз подтверждаются. Поэтому я бы передал Алексею. Депутаты, напомню вам, как происходило дело производства плана развития города. После того, как в феврале приняли проект этого документа, он был направлен на публичную выставку и далее на публичное обсуждение. Публичное обсуждение проходило в этом зале, и также депутатская комиссия рассматривала этот документ, делал все предложения. Все поступившие предложения были распределены на него, и по этим предложениям городское управление выражало свое мнение. И после того, как мнение было выражено, проект документа был дополнен уже уточненными предложениями и поступившими предложениями от жителей города на всех инвестиционных комиссий. Также, когда мы рассматривали бюджетную стратегию, мы в первую очередь оценивали те проекты, которые имеют шанс быть поддержаны из европейских денег. Но при этом бюджетной стратегии вошли также и работы, которые, как иначе, нужно выполнять, но их поддержки извне пока не определена. Более того, каждый руководитель нашего подведомственного учреждения получил также приглашение участвовать в управлении бюджетной стратегии. У нас есть очень большая таблица инвестиционной потребности, и там по учреждениям уже эти потребности сформулированы самими руководителями. И в принципе, если в городе появляются какие-то излишки денег или дефицит, то город в первую очередь может обратиться к нашей таблице большой и посмотреть, что же еще можно сделать именно такого насыщенного сами руководители учреждений и скажем, организации представить. В целом документ проблема примерно такой же. Дальше уже конкретно что касается бюджетной стратегии, я не передал слово. Уважаемые депутаты, бюджетная стратегия является
основной части программы развития. И стратегия до 2021 года дает возможность оценить финансовые покупки в части доходов города, также направление по расходной части расходов основной деятельности. И, конечно, важным показателем является возможность города инвестировать в конкретные проекты и также выполнять обязательства перед кредитными учреждениями, со стороны которых у города имеются такие обязательства. Итак, я начну с объема бюджетов предыдущих лет, и 2017 год уточнен, полная сумма объема бюджета. В конце слайда моего доклада мы посмотрим, вот если есть 15 миллионов 792, то в конце презентации я уже такой же слайд построила до 2021 года, и объемы бюджета там, естественно, меняются, и в течение презентации можно понять, за счет чего идут такие изменения. Так, прошедший период темпы роста поступления подоходного налога, самого нашего главного дохода бюджета, вы видите, что с 2014 года началось уменьшение прироста каждый год поступления подоходного налога. Если мы еще выше посмотрим года чуть позже, то прирост составляет 10% каждый год, и с 2014 не только мы, но и все местные самоуправления стали терять денежные средства при планировании этого самого главного источника. Как я уже всегда говорю и показываю в слайде, вы к нему привыкли, зарегистрированные безработные состояние на август месяц, зеленая линия это 2017 год, и мы видим, что она выше, чем 2015, и идет практически с 2016 годом в одной параллели. И если мы смотрим количество работающих или рабочих мест, от которых мы получаем подоходный налог, к сожалению, 2017 год, нижняя линия, и мы видим, что количество безработных у нас в сравнении с 2015-2016 годом уменьшается, но в среднем за 7 месяцев, если сравнивать 7 месяцев 2017 года и 7 месяцев 2016 года, на 99 человек уменьшилось количество. Но здесь нужно дать еще пояснение, параллельно с тем, что уменьшается количество рабочих мест, просто доход работающих в среднем он гораздо выше, чем он был в 2016 году. Это, конечно, оказывает влияние роста заработной платы, начиная с минималки и другие заработные платы. Но вот эти показатели, которые они, два показателя, самые важные, которые оказывают влияние на поступление подоходного налога. С 2018 года государство приняло новый коэффициент отчисления подоходного налога в местные бюджеты, и если, включая сегодняшний год, этот коэффициент составлял 11,6% от доходов населения, то на 2018 год это будет уже 11,84%. И, по-моему, к 2021 году, к 2020 году составит 11,91. То есть каждый год немножко будет увеличиваться. И поэтому вы видите, что если в 2017 год мы планировали в сравнении с 2016 2,3 прироста подоходного налога, то, учитывая увеличение коэффициента отчисления, мы 3,6 планируем равномерными долями по каждому следующему году увеличение суммы по подоходному налогу. И здесь нужно говориться, мы не стали брать максимально возможное, то есть если брать то, что мы с каким темпом идем сейчас, и если взять разницу между 11,84 и 11,6, это 2,086%, пожалуй, можно сложить и до 5% сделать увеличение. Мы не стали это делать, потому что, чтобы не обзавёрывать себя, а решать это положительный вопрос, если он таковой будет в течение следующих лет, уже непосредственно каждый год. По 2017 году структура наших доходов основной деятельности, доходы от налогов 52%, со стороны государства целевые дотации почти 23%. Если мы смотрим фонд, что является для всех местных самоуправлений важной цифрой, у нас
фонда, так скажем, фонд выравнивания, и доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений 12%, и прочие доходы, они составляют около 1%. Всего доходы от налогов, и здесь процент очень похож на то, что мы видели, как растет у нас Сурмакс каждый год. Но это и логично, потому что Сурмакс занимает достаточно большой объем, а земельный налог и налог за рекламу, они не такие большие суммы для бюджета, хотя для нашего бюджета каждая тысяча очень ценна. Целевые дотации со стороны государства, которые мы ожидаем получить. Еще раз скажу, что те цифры, которые вы видите, это не константа. Естественно, на сегодняшний день правительство только передает бюджет Третьякову, и еще для нас ни там фондосфонда точные цифры для местных самоуправлений, ни целевых дотаций. Мы можем только предполагать, ориентироваться на ту информацию, которую правительство нам предлагает, и поэтому то, что когда мы готовим бюджет 2017 года, конкретно подходя, имея базу данных разных министерств, там уже цифры будут более точные. Но тем не менее, вы видите, что рост на 2018 год составляет 9%. Это характеризуется тем, что правительство обещает сохранить целевые денежные средства, которые идут на повышение заработных плат учителям детских садов. Если по этому году мы получили только на 4 месяца, то на следующий год это уже составляет на целый год, и суммы увеличиваются. Ожидаем также денежные средства целевые на заработную плату педагогов школ. И в следующие годы мы уже выравниваем меньшими процентами ожидаемые деньги со стороны государства, и надеемся, что государство все-таки сохранит ту модель, которую уже с 1 сентября этого года начало вводить, я имею в виду еще и развитие и поддержку молодежной деятельности по интересам. Доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений, помимо того, что процент небольшой роста мы планируем, это оказывает влияние, что плата за кружки и место в детских садах у нас в собрании утвержден коэффициент минимальной заработной платы текущего года, когда мы планируем следующий год. И нужно еще сказать, что в последнее время наше учреждение достаточно, не тысячами большими, но, скажем, не десятками тысяч, хорошо зарабатывают на аренде, когда предлагают свободные помещения, которые не заняты у них, для использования спортивные клубы, или это циркулярка, или языковые курсы, то есть использование площадей, которые не свободны, часто очень активно начали действовать, и только что сейчас дополнительный бюджет мы с вами приняли по школам, идет дополнительный доход. Если говорить в целом про доходы основной деятельности, планомерными процентами идет небольшой рост за 2018 год, и потом мы не разговаривали, слишком высоко эти доходы, а уже по мере изменения стратегии на следующие годы можно уже корректировать эти объемы денежных средств. Если сравнивать в процентном содержании доходов основной деятельности, три важных показателя: доходы от налогов, доходы от хозяйственной деятельности учреждений и деньги со стороны государства, мы видим, что доходы от налогов 51%, доходы от хозяйственной деятельности 13% и 36% со стороны государства составляет такой процесс, и никакой эволюции мы на дальнейшие годы не планируем, и проценты сохраняются все предыдущие годы. Наши расходы основной деятельности, базовый показатель, который для нас сегодняшний уже уточненный план по 2017 году. И образование занимает у нас 55%, наши детские сады, школы, это вместе с государственными денежными средствами. Затем идет 13,5% свободное время и культура, 11,8% это у нас идет социальная сфера, 10% все городское хозяйство, сфера городского хозяйства, и управление 9,5%, управление это городское собрание, городское управление, городская централизованная бухгалтерия,
наши проекты по развитию, проекты по предпринимательству, резервный фонд, и в этом году, в 2017, это расходы на выборы. Персональные расходы – важный показатель в расходах основной деятельности. И дальше будет слайд, но я очень часто говорю, когда и годовой отчет представляю вам на обсуждение, что на сегодняшний день уже на протяжении 3-4 лет персональные расходы в общей сумме расходов основной деятельности занимают порядка 62%. Это вместе с денежными средствами, которые государство целевым назначением направляет на педагогов школ. И мы бы не хотели, чтобы резко росла, надо понимать, не заработная плата конкретного работника, мы только за то, чтобы она росла, а содержание в расходах основной деятельности, что 62% это достаточно высокий процент, и по классике экономики самый хороший показатель нормальный, это когда составляет 50%. Поэтому мы не даем резкого роста и повышения персональных расходов, хотя даем себе отчет, что минимальная заработная плата будет расти, но в 2017 год, к сожалению, пока нет точной информации, какая она будет. В прошлом году было документов со стороны правительства не утверждена, озвучена цифра 170 евро, сейчас мы будем разговор о 500 евро, но я думаю, что в ближайшие дни эта сумма уже будет известна. И напомню, что предлагаемый минимум у каждого работающего жителя будет 500 евро, то есть у каждого кошелька чуть побольше денег останется, поскольку сегодня это гораздо меньше. Хозяйственные расходы. Хозяйственные расходы уже, мне кажется, на момент вступления вступления в еврозону мы в своем городе принимали решение, когда мы понимали, что заработные платы достаточно были низкие, товары и продукты и другие товары с вводом евро стали расти, и мы приняли решение, я имею в виду на комиссии, когда составляли бюджет, что немного пожертвовать хозяйственными расходами, но дать людям возможность более достойной зарплаты. Поэтому вы видите, что 3 миллиона 500 средних, скажем, это та сумма, которую мы удерживаем уже несколько лет, которые идут на хозяйственные расходы. И поэтому говорить о том, что давать резкий рост на хозяйственные расходы, хотя в этом есть необходимость, мы не можем, поскольку, что я говорила, персональные расходы занимают у нас достаточно много места. Дотации, которые мы отдаем, это специальные дотации, дотации на поддержку наших индивидуумов, обществ и так далее, они не идут большими темпами. 2017 год выбивается 10%, это за счет целевых государственных средств, которые уже вошли в уточненный бюджет, когда я готовила эту презентацию. Остальные годы мы равномерными и крупные скачки не делаем, потому что полностью денежные расходы зависят многое от того, что будет нас государство по целевому назначению финансировать. Но на все годы мы планируем оставить поддержку наших спортивных клубов, НДЮ и культурных обществ. От этого не отказываемся. Также мы сохраняем нашу социальную программу, которая сформирована за счет средств городского бюджета. И все пункты ее тоже будем сохранять, а может быть немного меняться внутри. Вот диаграмма, вы видите, о чем я сейчас много говорила, 3 показателя расходов, персональные расходы, хозяйственные расходы и дотации. Мы видим, что персональные расходы гораздо выше двух других показателей расходов. И если рассматривать уже в сравнении содержания процента, о чем я тоже процент называла, мы видим, что первая доля, середина, это как раз персональные расходы в общей сумме расходов основной деятельности. 26% у нас идет на хозяйство, и на дотации у нас остается по 10-11%. Всего расходы основной деятельности здесь представлены суммами, то есть те, которые суммированы, сформулированы, те показатели, о которых я говорила. И самый важный момент в бюджете, ну и в стратегии, естественно, тоже, это были региструем и результат основной деятельности, разница между доходами основной деятельности и расходами основной деятельности. Я специально не стала цифрами нагружать верхнее и нижнее поле, то есть синие это у нас доходы, внизу это наши расходы, а посерединке идут цифры,
цифры – это как раз разница между доходами и расходами, это те цифры, ну, 16-17 год – это уже состоявшаяся, скажем, сумма, а если мы говорим 18 и дальше, мы видим, что по прогнозам суммы достаточно солидные, и они характеризуют финансовую возможность города в первую очередь отдавать, выполнять обязательства по кредитам, которые в городе существуют, и остаются деньги для того, чтобы инвестировать в проекты, которые дальше мы с вами посмотрим, и в первую очередь поддерживать те проекты, которые имеют внешнюю поддержку, и самостоятельные проекты, которые город без внешней поддержки планирует выполнить. Следующий слайд показывает, как меняется общая сумма инвестиций, которые отражены в бюджетной стратегии, которая представлена Валерием Лукавым в этом документе официальном. Вы видите, что 2019 год видел достаточно большой скачок вверх, и в первую очередь он характеризуется ожидаемыми денежными средствами внешней помощи на те проекты, которые город планирует дальше делать. И уже непосредственно перейдем тем моментам, которые в стратегии отражены как инвестиционные проекты. Первое – это сфера управления. 320 тысяч мы планируем на здание городского управления, где у нас уже проблемы с тополем, где проблемы с туалетом, который с 98 года не монтировали, лестница крошится. И то есть в нашем доме есть проблема, которую начинать нужно решать. На ремонт городских дорог 350 тысяч мы планируем на каждый год. 19 здесь пока 20 представлено. Что мы хотим делать? В первую очередь разговор стоит о ремонте нашей улицы Керчь, начиная с Павлова и до конца. И прежде чем ремонтировать улицу Керчь до конца, я сразу скажу. У нас есть такой пункт на 2018 год, как ремонт дамбы Регистрации на улице Керчь. И вот 2018 год своими денежными средствами проект готов, сумма определена, своими денежными средствами мы хотим отремонтировать как раз этот участок. Для этого мы планомерно, проводя конкурсы господставки на конкретный объем тех, начнем в следующем году. И уже господставка покажет, какие объемы пойдут на текст и что будет оставаться уже непосредственно на другие дороги и тротуары. Рампа-променад, проект, который уже имеет поддержку, он рассчитан у нас до 2021 года, вот такими объемами определяется внешняя помощь, вы видите вот в том числе и потом это ОМА-ОТО идет. Всего сумма выделена всего по годам, а внизу каждой суммой поддержка и наша доля. В 2018 году мы планируем начать все-таки ремонт наших двух лестниц на ГЕС, на Кайка, прошу прощения, 2 лестницы на Кайка. Тоже проект у нас давно лежит, мы никак не можем к нему приступить, поэтому мы хотим предложить усилия, чтобы это сделать. И в стратегии мы это отражаем. На 2021 год, к сожалению, пока отведена сумма почти 500 000 евро. Это гора по улице Павлова, и пешеходная зона, и укрепление второй горы, тоже готов проект. Но вот пока, вот они на 2021 году. Каждый год это можно передвигать, если нам будет отказано в тех больших проектах дальше, которые там можно это заменять и передвигать. То есть здесь главное отразить то, что мы планируем, чтобы обращаться за внешней поддержкой и хотим, чтобы нам поддержали. На 160 000 евро планируем продолжить трассу здоровья в сторону Павлова школы. Будем подавать ходатайство, и своя доля у нас определена 140 000 евро в бюджете. Второй этап улицы Толстого, это на 2020 год у нас 400 000 запланировано. В 2012 году планируем начать проектирование Яхтенного порта, и суммы примерно у нас разложены по 2019 и 2020 году. Естественно, если этот проект будет поддержан, тогда он может быть реализован, и наши доли, даже если какие-то планирования, не так велики. Строительство станции отходов пока на 2021 год, там я уже сказала. Также на 2018 год планируем опять
создавать проект для поддержки внешней помощи по реконструкции городского освещения. На 2018 год планируем проектирование, и на следующие годы разложены суммы уже непосредственно, если это будет реализовано. Наша Кэспос сумму уже мы знаем, свою долю самофинансирования 160 тысяч мы определили, и внешняя поддержка разложена по 2 годам. В 2018 году все-таки уже свои деньги хотим утеплить чердачное помещение на Чкалова 25. Здесь у нас стоит проект по реконструкции здания Маяковского 7, но сами работы уходят у нас в 2021 год. Искусственное поле, значит, разложено у нас таким образом: 2017 год 150 тысяч, замена покрытия, 100 тысяч нам дает футбольный союз, и свои доли по годам мы раскладываем в представленные. Как вы тут видите, договора еще нету, но встреча была уже одна фирма, которая предлагает отношения, они снимают существующее поле, его можно использовать для покрытия на детской площадке, ну, как пример я говорю, на детской площадке или вообще положить на футбольное поле на Чкалова 25 и использовать его для каких-то занятий. И лизинговые отношения могут предположительно выглядеть таким образом, как здесь отражено. Открытый молодежный центр КАУ-14, это ремонт теплосистемы, также будем ходатайствовать о поддержке. Есть планы и есть проекты по благоустройству территории вокруг Центра культуры и вокруг нашего музея, но пока они у нас отложены, тоже с участием фондов, пока отложены у нас до 2021 года. Ванна Винополь, этот вопрос сегодня будет у вас дальше в нашей повестке. На 2018 год подготовка проекта и предварительные суммы также распределены по 2019-2020 году. Детские соцсектики, ремонты, связанные с утеплением этого здания, с внешней поддержкой, всего 403 330. Если проект будет поддержан, то тогда мы вкладываем свои 125 700. Я не устики, ремонт кухни, выполнение предписаний, которые есть. На 2020 год гимназия и кухонный блок, столовая и кухонный блок в гимназии. Также там есть предписания, которые нужно ликвидировать, и также будем обращаться за внешней помощью, свою долю определили пока 70 000 евро. Канука школа, ну, поставили мы на 2021 год перестройку Канука школы, но вопрос, конечно, пока в данный вопрос он сырой, но имеет место быть. В этом случае мы декларируем в нашей бюджетной стратегии, что стремление к этому есть. И на 2018 год 2 последних объекта, это наш локус учреждение начинается с 2018 года, с 1 января, работать по новой системе, не полностью, а на втором этаже будет у нас 2 семьи, это Старик Пылькина называется, одна семья будет 8 человек, одна семья будет 5 человек, и поскольку в схеме, как мы с вами живем каждый в отдельной квартире, то и эта семья, и другая должны жить в своем пространстве, чтобы не было у них хождения, брожения. Сегодня помещения в нашем детском доме, они все друг с другом связаны, одно переходит в другое, поэтому в этом году готовим проект, и на следующий год будем подавать ходатайство и реализовывать этот проект. И 40 000 евро планируем на подготовку проекта, который направлен уже у нас на СЮГИС, на геологию 18, который это проект, который будет направлен также на переобустройство помещений в здании СЮГИС, которые потом будут использоваться для круглосуточного услуги по уходу. И нижние самые строчки всего вы видите все объемы, которые дали вот такой рывок на 2019 год вверх, потому что вы видите, что внешняя поддержка, если на 2018 год мы миллион ожидаем, на 2019 уже 4 миллиона, на 2020 4, на 2021 4, а внизу наши доли, которые могли бы
город планирует потратить. И вот таким образом на следующем слайде вы можете видеть, что серое поле – это ОМО-округ, наши денежные средства, которые пока мы планируем стратегию, обозначаем, что мы потратим на инвестиции, а внизу это поле, которое характеризует ту внешнюю поддержку, которую мы ожидаем. Ну, естественно, тех сумм, результатов основной деятельности, которые я показала, полностью нам не хватит, чтобы реализовать вот эти все наши проекты полностью, потому что необходимо и сдавать кредиты. Мы планируем, вы видите, что 2018 год 595 700, 19 700 и 460 2020 год. Опять, это сумма, которая сегодня стыкуются с теми объектами, которые отражены у нас в инвестициях. И если какой-то проект не будет поддержан, скажем, городское освещение там, или ванный ногой, то вот эти 700 их может не быть. Или они могут быть, но направлены уже на другие проекты без внешней помощи, которые мы хотим с вами сделать. Внизу цифры – это сумма возврата, которую город будет возвращать все последующие годы. И, естественно, сразу говорю, что если 16-17 годы и 18, ну, два первых, 16-17, это 100% точные суммы, то 18 более-менее точные, а уже 19, 20, 21, они, конечно, могут колебаться в тысячах, потому что конкурс поставки по кредитам, интерес, какой банк даст кредит, это все невозможно сейчас реально рассчитать, но тем не менее примерные суммы приближены к тому, что может с нашими обязательствами на следующие годы произойти. Если это у меня выдержка из самой таблицы инвестиций, которая дает возможность показать, вот вторая строка, где проценты идут, это наша кредитная нагрузка. То есть если максимально возможные 60% от общей суммы доходов основной деятельности, несмотря на то, что мы выплачивали все кредиты, которые вы сейчас только видели, наша нагрузка составляет в среднем 35%, 34%, и к концу этого периода планового она уходит 30%. Нижняя строка – это сумма, которую город может взять, если это будет необходимо, для того, чтобы реализовать какие-то большие проекты, которые необходимы городу. И с чего я начала, с тем и заканчиваю. Наши объемы бюджетов, начиная с 2019 года, они доходят до 20 миллионов, но это при условии, если фонд поддержит нас теми денежными средствами, которые отражены у нас в инвестициях. На этом я закончила. Спасибо. Если будут вопросы, я постараюсь ответить. Если не смогу, коллеги мне помочь. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Так, городское управление у вас все еще будет продолжаться? Так, коллеги, пожалуйста, вопросы докладчикам. Докладчикам. Замечания. Предложения. Не вижу. Когда возвращаемся к проекту постановления, кто за принятие программы развития 2017-2021, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Если у вас кто против, дорогой суд. Постановление принято. Вопрос номер 100, третий пункт повестки дня. Делегирование Союза самоуправления и выполнение общих задач в самоуправлении. Пожалуйста, докладчик мэр города Снежкова. Уважаемые депутаты, в связи с административной реформой некоторые задачи, что до сегодняшнего дня выполнялись через местное управление, теперь законом об организации местного самоуправления передают
решали их местное самоуправление совместно. И по этому поводу к нам обращались Министерство финансов, Министерство внутренних дел, делали, что мы делали такое решение. И также обращалась к нам это союз самоуправления Италиума, и они предлагали три задачи, три функции передать им. И эти три функции здесь тоже написано, и с 1 января предлагается, чтобы эти функции выполнялись через его. И первое это общее планирование местного развития. Раньше это выполнялось через местное управление, теперь как-то предлагается, что его совместно там внутри как-то все самоуправления занимались. Следующий вопрос. Я здесь попробую показать эту статью «Папа де Ресичиатус», где перечислены эти задачи, что совместно придется выполнять. Вы все знаете, что составлен такой уездный профиль здоровья, это надо составлять, выполнять, наблюдать. И такие вопросы не буду читать. И третье, это культура, вот она lösande задачи в сфере культуры. Здесь начинается с общих, что образование общей политики и так дальше. И сегодня его все равно занимается с этими общими и известными мероприятиями, так что эту задачу тоже предлагается передать Союзу. И последний момент, что государство будет как-то финансировать. И сегодня уже проекты бюджета предусмотрена такая сумма для решения этих задач. 208, почти 209 тысяч. Так что больше у меня информации по этому вопросу нет. Коллеги, есть вопросы задать? Возможность задать вопрос? Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, вот велосипедная дорожка, этот проект, он входит в детальную планировку второго этапа шоссе? Я ответил, наверное, когда будет повестка, этот вопрос, это последний вопрос, пункт повестки дня, наверное. Сейчас я извиняюсь. Коллеги, пожалуйста, вопросы по делегированию общих задач есть к докладчику? Если нет, тогда возвращаемся к проекту решения. Кто за то, чтобы передать с 1 января 2018 года Союзу самоуправления и доверия выполнение задач по планированию, реализации, развитию уезда, выполнение задачи народного здравоохранения в сфере безопасности в уезде, задачи сферы организации культурных мероприятий, то есть то, что переходит сейчас в связи с изменениями административной реформы, в связи с ликвидацией наших уездных прав. Кто за данное решение, прошу голосовать. Решение принято. Päiväkuren 4. punkti, paraku esitamine Lämmerlinna digikoolivõrgu korrastamine läbi Lämmerlinna koolijuhthoone esitamise реализируемых. 4. пункт повестки дня. Представление и предложение для реализации проекта упорядочения сети основных школ города Силане путем строительства новых зданий школы Ивана Ленина. Докладчик мэр города Филипп Калбек. Кто докладчик? Заведующий отделом развития Алексей Степанов, вице-мэр города Александр Канев. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, я бы смысл и открыл тему этим, что в принципе мы
2 года подряд делали большие анализы. 15 год мы посмотрели все наши учреждения с целью в будущем их тщательность оптимизировать. И в 2016 году посмотрели непосредственно основные школы. И здесь постараюсь показать, мы утверждали и одобрили такой анализ и план действия по собранию. И первый момент, что можно напомнить, это прогноз учеников. И этот прогноз теперь базирует на прогнозе, делал департамент статистики насчет населения СИДАНа. Я постараюсь быстро и коротко показать. Здесь внизу видно, сколько было в 2016 году в школах, основных школах, и сколько тогда прогнозировали мы в 2013 году, в 2030 году в школах. Так что идет увеличение. И второе, что было важно, было это, что государство открыло такую меру, где поддерживает реконструкцию основной школы, и цель этой меры как-то создать современные, удобные условия или ученическую среду. И вторая цель — оптимизировать школьную сеть и площади для, что используем для учения. И когда эту меру открыли, когда сказали, что максимум это 10 квадратного метра на одного ученика, потом еще заставляли такой модель помещения, где тогда в зависимости от какая школа, сколько параллелей, сколько учеников в классе, тогда уточнилось, что это норма. И покажу еще, какую работу мы с вами одобрили. Первая часть мы рассматривали условия для меры, анализ существующей ситуации, и в конце были выводы и план действия. То есть я пройду. И вот существующая ситуация. Раньше школа строена в 90-м году, площадь здания почти 10 тысяч квадратов. Эстонская школа строена в 1961 году, но, правда, потом реконструирована площадь 3500. И Ивановская школа площадь 5300. И учеников в 2016 году было в эстонской школе 92, Камка школа 470, и Ивановская школа 463. И когда мы анализировали, сколько сегодня площадей для учеников и сколько в 30 году, если мы не реконструируем, также анализировали расход, персональный расход и хозяйственные расходы. И это тоже очень важно было, потому что этот анализ показывал, что хозяйственные расходы были сравнительно большие именно Ивановской школы. И это исходило от этого, что в принципе эта школа достаточно сильно амортизирована, и большие расходы на тепло, и несмотря на это, что эти расходы большие, все равно такой внутренний, содержать температуру там требуемую достаточно сложно, или даже невозможно иногда. И это тоже один аргумент, почему именно Ивановскую школу первым выбрали.
И также, между прочим, как раз электричество там высоко расходно электричество. Следующее были у нас ремонты, и еще промежутка здесь это доступность образования. Здесь тоже это был один аргумент, почему мы оставили две русских основных школы в городе, потому что персонал тоже поддерживал это, что это, во-первых, лучшая доступность, и во-вторых, министерство само поддерживает, считает лучшим, когда есть основные школы более маленькие. Это исследование покажет, что влияет хорошо на учебные результаты. Что касается инвестиций, тогда почти каждый год инвестиции делаются в школах, и наш анализ показывал, что в Анадырь школа в течение 10 лет сделана инвестиции действительно 82 тысячи. В этом году, по-моему, вы там инвестиции не делали. И Каменская школа в течение 10 лет было сделано инвестиции 931, 32 тысячи. В эстонской школе, поскольку она была сравнительно недавно реконструирована, тогда практически инвестиций не было. Потребности инвестиций, конечно, большие, и поэтому реконструкция эти помещения требует. И в принципе, решение было это, что мы останавливались в варианте, что надо оставить две русские основные школы, их реконструировать, эти объемы уменьшать. И тогда при проектировании этих помещений тогда уточняться, сколько это больше потребуется. И уже вперед бегаю, это поскольку мы получили от проектировщика уже цифры, сколько стоит сегодня строительство нового здания, эта цифра была 1100 евро, тогда проектировщики сказали, что реконструкция, в принципе, на том же уровне может быть квадратный метр стоило меньше или даже стоило больше, в зависимости от условий. Поэтому я уже бегаю дальше, это касается уже проектного решения. И, наверное, если у меня еще, тогда можно уже непосредственно рассказать о этом проекте.
наполняемость классов в Эстонии самая низкая из представленных на слайде стран. То есть, если примерно 24 ученика на класс, то в Эстонии 15 учеников. Далее, что государство приводит часто в пример. Недавно была проведена реформа профессорских училищ, и в результате этой реформы сделали более современную учебную среду, объединили профессорских училищ и, скажем так, избежали дублирования на базах наших училищ. При этом наполняемость классов, или в данном случае на одного учителя приходится, скажем так, 18 студентов, в то время как в основной школе на одного учителя приходится 12 учеников. То есть уже этот разрыв достаточно серьезный, и тем самым демонстрируется, что надо этот разрыв тоже сокращать, проводить реформу школьной системы, тем самым повышать наполняемость классов и двигаться вперед. На этом слайде можно видеть по уездам, что произойдет с действующей инфраструктурой одной школы, если ничего не делать. То есть если оставить все как есть, ничего не ремонтировать, то в какой-то момент, к 30 году, скажем, соотношение квадратных метров на одного ученика будет постоянно повышаться. То есть меньше детей и больше получается квадратов на одного ребенка. Но при этом существующее здание так или иначе придется содержать. И вот эта организация ОЕЦД, она, скажем так, предлагает так или иначе консолидировать школьную сеть. Это либо закрывать маленькие школы, или закрывать часть ступеней основного образования. Также предлагается более активно объединять детские сады с школами, создавать школы-спутники, но тут имеется в виду объединять под одну крышу, под одно управление ряд школ, которые находятся достаточно близко друг от друга, чтобы не было одно управление бюджета. И при этом ужесточить консолидацию двумя. То есть какие направления? Цель программы и результаты этой программы поддержки основных школ. То есть уже было озвучено, что целью является создать современные учебные условия, современную учебную среду, также упорядочить школьную сеть и оптимизировать использование площадей, и при этом, уменьшая расходы на административное содержание школ, самоуправления могут больше вкладывать в образование существующих. То есть освободившиеся деньги можно направить на что-то большее, нежели просто содержать инфраструктуру, именно сферу образования. Могут подавать заявки в управление, которые уже закрыли гимназические ступени, либо уже договорились об учреждении государственной. Также могут подавать, кто, скажем так, уже раскрыл деятельность в основной школе или в какой-то ступени основной школы. Также могут подавать те, кто уже объединил свои основные школы или решил объединить, или учредил гимназию в стационарной форме. Это наш случай, то есть в ходе СМА есть гимназия с 2012 года, которая в стационарной форме предлагает образование, и мы также можем подавать эту программу СД. Поддерживается либо реконструкция, либо строительство нового. Если это новое, то все подключения к сетям, платы за эти подключения, работа по устройству и так далее, они поддерживаются. 20% расходов на строительство поддерживается оснащение школ, и если нужно сносить что-то, то это расходы на снос. Не поддерживается ряд расходов, но здесь я видел, что не поддерживается в том числе и расходы на спортивные сооружения. Тем самым в программе появляется больше денег для того, чтобы больше желающих смогли свои основные школы проводить порядок. Спортивные сооружения тоже на усмотрение нашего управления. Размер поддержки уже много было озвучено, 5 миллионов на один проект, и в сумме до 8 миллионов на ходатая в рамках всех туров, которые программа предусматривает. Процент на финансирование 15%, достаточно выгодно, 85 можно получить. Во втором туре будет бюджет 37 миллионов, пока что. В первом туре он был изначально 46, по-моему, в итоге увеличили до 55, поскольку было много хороших проектов, которые решили поддержать, и чтобы их например, другие туры их поддержать опять. Для нас это значит, что вероятно и второй тур может увеличиться бюджет, и тем самым на последующие туры может денег и не остаться. Но пока еще резерв там в районе 20 миллионов для какой-то программы. Ко 2 октября, в понедельник, на следующей неделе, мы должны представить свою заявку, и в один тур можно представить одну заявку.
школьных зданий уже является предварительным. При этом расходное содержание школьных зданий постоянно растут. И уже в какой-то момент, начиная с 2012 года, в плане развития города было прописано, что нужно постоянно анализировать эту эффективность использования площадей и расходов по школам. Порядок инноваций в бюджетной стратегии, там у нас школа Ванолина и Канука. Также вот эта комиссия по оптимизации сделала свои выводы. И вывод такой, что на основе этих выводов госсобрание в феврале этого года утвердило протокольное решение план действия, как вообще с этими школами надо идти вперед, что делать в первую очередь, что во вторую и так далее. Основные выводы этой комиссии были сохранить здание на сегодняшних местах. То, что нужно эти здания реконструировать, тоже не ставилось под сомнение. Также школу Ванна Механова предлагалось перепроектировать, уменьшить объем и привести в соответствие с прогнозом учеников на 30-х годов. То есть это одно из условий программы, что учебная площадь, которую Подотай планирует внести финансирование, должна быть приведена в соответствии с прогнозом учеников на 30-й год. И в результате этих реконструкций расходы содержания уменьшится, ну и в идеале повысится энергообладание, можно ожидать значительной экономики. В этой таблице, в принципе, ничего нового для вас уже нет, цифры были озвучены, но немножко отклонились от первоначального прогноза, где на 364 ученика на две школы планировали Канука и Ванолина, поставили 382, поскольку был еще дополнительный прогноз отдела образования и культуры, мы скорректировали прогноз департамента статистики на 5%. В принципе, 364 там получается к 32 году, с разницей в 2 года мы немножко больше учеников предусматривали для их школ. Чего мы достигнем в случае со школой Ванолина, если пойдем на школу? Скажем, мы продолжим формировать нашу школу, если можно так выразиться, когда мы создавали гимназию, мы шли от гимназической школы города, и в той же гимназии мы оптимизировали площадь, получали деньги от ТРС и приводили там порядок учебную среду, устроенную библиотеку на первом этаже. Также в случае с новым зданием мы провели учебную среду, уменьшим расходное содержание и, как следствие, может быть, при грамотной компоновке можно заниматься даже развитием новых учебных направлений. На сегодняшний день ситуация такая, что у нас есть подрядчик, занимающийся проектированием, он уже занимается около года. Изначально, перед тем, как что-то проектировать, была сделана экспертиза здания. И экспертиза здания показала, что в принципе несущие конструкции в порядке. И если реконструировать эту школу, как она есть, то проблем нет. Но проблема в том, что реконструировать, как она есть, мы не можем. Если у города были деньги, и он бы захотел, он бы это делал. А если мы хотим соблюсти требования программы, вписаться в определенные площади на ученика, то группа экспертизы говорит, что нет смысла, чтобы вписаться в эти требования, нужно строить новое. Поэтому был представлен эскиз именно нового здания, который на данный этап полагает без спортзала площадь 2778 квадратных метров, в принципе более 1000 квадратных метров для экономии. И оптимизация это тоже одна из историй, и оценивание проектов наблюдается, что есть еще какие-то шансы этот проект вообще финансировать. Вот это общий план, как выглядит планируемое здание, рядом парковки, дорожки. Здание двухэтажное, но имеет подвальный этаж именно под планируемым спортзалом, здесь гардеробы, различные вспомогательные помещения для персонала школы. Первый этаж выглядит примерно таким образом, здесь есть столовая отдельно взятая, отдельно актовый зал. В основном первом этаже планируется классы для 1-4 класс, а на втором этаже уже старшие классы и другие помещения классов необходимы для учебного процесса. Это эскиз, он, скажем, не имеет пока что, способ требует, чтобы мы представили по меньшей мере эскиз. Какой эскиз будет? Дальше будет уже определяться более конкретная обстановка помещений и так далее, проектировать. По деньгам. Когда мы делали бюджетную стратегию, когда мы делали проект решения, который у вас на рассмотрении, мы брали потолочную цифру, что садились 5 миллионов на один проект, возможно, максимальная сумма, и из бюджетной стратегии
ремонте общей стоимость работ без спортзала 4 миллиона 700, почти 70 тысяч евро, но часть расходов мы не сможем осуществить покрыть с программы, потому что, к примеру, расходы на снос зданий поддерживают стабильно только 10 тысяч евро максимум, а здесь больше. И также расходы на оснащение поддерживаются до 5% строительных расходов, ну, это общих расходов. Цифра также не попала у нас в полное финансирование ОСО. И в результате, если смотреть таблицу по финансированию этого возможного проекта в целом, то можно видеть, что доля города вместе с расходами, которые не будут поддержаны из фонда, мы пока этого не знаем, поскольку это оценка предварительная, не только после какого-то детального проектирования, после конкурса госпоставки можно представлять, что это за расходы. Но тем не менее, уже сегодняшние цифры показывают, что финансирование вместе с расходами, не нашедшими поддержку фонда, примерно будет 980 тысяч. Так что, если такой вопрос станет, то можно предложить скорректировать цифру в проекте решения на сегодня, которое мы стоим. По срокам. Если, скажем так, первое, что произойдет в случае одобрения сегодняшнего проекта решения, город получит право представить это предложение. Это первый этап. Предложение будет рассмотрено и новое, и примерно в декабре этого года они будут уже какую-то обратную связь с управлением иметь. Будет, конечно, ряд дополнительных вопросов, может попросить что-то представить дополнительно. И если новый все-таки поддерживает этот проект, то дальше следует второй этап, где также госсобрание, новое госсобрание будет рассматривать вопрос передачи полномочий представить именно проект, итоговый проект второй части этого ходатайства. И если это происходит, то план действий будет следующим образом. Мы примерно будем заниматься различными поставками и проектированием, и детальным планированием до где-то середины 2019 года. И с середины 2019 года до конца 2020 года эту школу будет возможно построить. Сегодня проектировщик заявляет, что школу можно построить с нуля за 14 месяцев. Но поскольку с проектами всякое бывает, мы немножко число растянули и держали что-то своим планом. То есть к концу 2020 года по плану школа может быть построена. Спасибо. Александр Иванович, Алексей очень хорошо все рассказал, и если будут вопросы, я буду помогать на них ответить. так, коллеги, есть возможность задавать вопросы, пожалуйста, после. Технический вопрос. Возможно ли при проектировании учесть необходимость определенной высоты спортивного зала? Вы понимаете, что в городе есть такая проблема для некоторых видов спорта, не хватает помещений, не хватает залов с высокими потолками. Кто определяет эти параметры, да, и можно ли это сделать? Я думаю, что если мы говорим о новом здании, там смотрим, как детально планируется это здание, планируется максимально высоту будущего здания. Это возможно. Это возможно. Возможно. Проект на основе зал будет максимальная высота будет задана. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста. Не знаю, кому вопрос, но вы знаете, я вообще немножко так удивлена. Сам вот вопрос в нашей повестке дня звучит так: упорядочение сети основных школ города Силомяя путем строительства нового здания. Скажите, пожалуйста, каким образом строительство нового здания на старом месте, количество школ не меняется, вообще говорит об упорядочении школьной сети? Мне непонятно. Объясните мне, кто объяснит, не знаю. Нового здания? Да. Каким образом это влияет на упорядочение школьной сети? Сам метраж нового здания рассчитан из условий программы. В данном случае это 750 квадратных метров ученика. Там 2778 квадратных метров без спортзала. Сегодня в школе 4 почти 100 квадратных метров без спортзала. То есть в случае строительства нового здания площадь школы будет уменьшена почти на 1300 квадратных метров. То есть экономия конкретно в этой школе достаточно серьезная. И это первое. Школа будет на меньшее количество учебных мест. Это значит, что до 30 года останется еще какое-то время, 10 лет, с момента постройки этой школы. В течение 50 лет вот эти ученики, которые
нас вот эти стратегические шаги на годы вперед, они рассчитаны стратегически. А конкретно данный проект, идем с одним объектом, но при этом смотрим сеть школы в целом. Спасибо. Коллеги, спасибо. Задавайте, пожалуйста, вопрос еще, если такой есть. Пожалуйста. А куда учеников переведут на время съемки и строительства? Ануша, эстонская школа. То есть не определено еще, да? Но в любом случае, самое главное это подать заявку, и когда, если вдруг нас поддержат, разрабатывать этот план мероприятий, где будут дети учиться, как вести работу с родителями, чтобы это дело все прошло максимально спокойно. Сейчас, пока вот этого решения со стороны Нови нет, наверное, вперед забегать и будоражить тут общественность, наверное, никакого смысла нет. Потому что шансы, наверное, 50 на 50 у нас, что мы там поддержку получим, поэтому это уже следующие шаги. Но, в принципе, что в Кануке, что в эстонской школе резерв площадей есть, чтобы разместить детей. Так, еще, пожалуйста, вопросы, уважаемые. Замечания? Спасибо большое за объяснение, Алексей. Вы очень хороший доклад, как и другие сделали. Только мне кажется, и правильнее было бы назвать вообще этот вопрос не упорядочение сети основных школ, а вообще, наверное, упорядочение расходов по содержанию. Потому что вообще-то школьная сеть здесь мало меняется, она остается прежней. Вы не совсем, мне кажется, правильно сформулировали вопрос. Это первое. Второе, о том, что ведет такая ситуация, мои коллеги, когда я была председателем комиссии, подтвердят, я начала говорить примерно 8-10 лет назад, когда директор этой школы хотел заниматься надстройками, пристройками, утверждая, что помещений явно не хватает, нужно обязательно строить дополнительное помещение на чердаке, бог знает где еще. Поэтому я, конечно, это ожидаемый результат. Меня немножко хотелось сказать, что, конечно, планируя расходы и содержание, очень бы хотелось посоветовать руководителям муниципальных учебных заведений и руководителям города немножко смотреть на перспективу. Вот я говорю, я 8-10 лет назад об этом стала говорить. И слава Богу, что удалось не допустить строительства различных настроек как раз что в этой школе. Вот, потому что если смотреть дальше развитие событий, мы видим, сколько денег было вложено, мы помним те депутаты, которые давно уже являются депутатами, какие у нас были прения и дебаты по поводу вложения денег в актовый зал, и очень большая сумма ушла. Сейчас это все будет уничтожено. Очень жаль, потому что те деньги, которые были вложены, сейчас их просто выбросят все то, что туда было вложено, потому что невозможно будет перенести. Наверное, на эти деньги можно было бы сделать что-то очень полезное для города, просто элементарно, имея желание анализировать хотя бы на ближайшую перспективу. Я не говорю на долгосрочную. Вот и все. Так, уважаемые, еще есть вопросы? Желание есть? Тогда, уважаемые коллеги, позвольте мне тоже скажу по этому поводу. Изначально в докладе, который озвучил Алексей Степанов, звучала в том числе сумма, которая была потрачена на школу в течение последних 10 лет. Это нормально, поскольку никто не знал еще 2 года назад вообще о произведении этой программы. В данной ситуации исходили из той ситуации, которая в тот момент в государстве у нас существует. Это первое. Второе. Здесь в решении обозначено в том числе временной промежуток, то есть у нас 2 октября это тот последний срок, когда можно попасть в так называемую 2-ю программу. Я, честно говоря, вот из доклада Алексея, когда озвучивались в том числе и метраж на одного ученика, изначально говорилось, нашим государством обозначалось 10 метров, сейчас это уже 7,3 метра на человека. Мы не знаем, что будет дальше. Но не подать этот проект сейчас у нас с вами нет, мне кажется, никакого морального права. По одной простой причине, что решать вообще, вести этот проект или не вести, будет в любом случае собрание следующего созыва. У нас есть право отказаться, я имею в виду не у
нас, как Венгрия, я имею в виду города, в будущем саду, или вести этот проект. Но не дать возможности участвовать в этом, мы, мне кажется, не имеем с вами морального права. Следующий созыв будет решать, как они это будут делать, и в каком виде будет реализована эта программа, по какому пути они пойдут. Поэтому, коллеги, я предлагаю вернуться к проекту данного решения. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы подать предложение на участие в программе «Упорядоченной школьной сети» с целью реализации проекта «Упорядоченной сети основных школ города Силомея путем строительства нового здания школы в Аналине общей стоимостью до 5 912 000 евро» и обеспечить в случае включения предложения в программу самофинансирования в сумме до 912 000 евро. У Алексея звучала сумма. Тогда, уважаемые члены городского управления, мы в проекте решения, что тогда мы обозначаем, если вы уточняете сумму? Я предлагаю Куни 1 миллион. Ну, в данной ситуации это в любом случае ничего не меняет, потому что результаты все равно показывают конкурсы госпоставок в будущем, так что, мои коллеги, если вы не против, я тогда предлагаю до 1 миллиона евро за счет средств, предусмотренных бюджетом города Северодвинска. Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кто против? Воздержался? Решение принято. Пятый пункт повестки дня, трябва весь пункт, проект Шетерик Сарая, Эсетами Силана Видаоса, Сосименный этап, представление проекта строительства торговых заводов, восточная часть, Силана первый этап. Это Кранбия, длина приявленных контрактов. Докладчик, мэр города, Станислав. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, я начинаю, и нам, когда Алексей и Александр помогают, в начале года выработали такую схему, здесь видно синим, эти велосипедно-пешеходные дороги, что строено в огромной парке, еще и участок на Брустой сделано. А желтый был это, что в ближайшее время намечались сделать. Квартальное шоссе, часть сделана, это теперь второй этап, что идет, видно, кольцо сделано, здесь квартальное шоссе тоже сделано этап, это теперь второй этап реконструкции шоссе, тоже велосипедно-пешеходная дорога предусмотрена. И также в парке будет сделано в этом году и морской бульвар. Это теперь морской променад, где тоже сделано коллективное решение финансирования, и, наверное, тоже в ближайшее время этот проект реализуется. И проект еще есть и на улице Толстой, и надеемся, что государство останавливает такую возможность, что финансировать именно эти дороги, что соединяют или бизнес, или какие-то, например, в нашем случае речевый порт, шоссе, и какая-то возможность есть, тогда можно хватать деньги и для реконструкции и строительства этого участка. И в прошлом году мы проектировали и участок велосипедной пешеходной дороги, вот это, что здесь желтым и красным показано. Это значит, что соединяется это русская дороги, Паровское здоровье, Сталинским шоссе. И это тогда позволяет у нас образовать такой большой круг, где удобно на велосипеде и вообще спортом заниматься, гулять, и также это имеет очень важное значение для соединения. Чтобы дети, например, попали через парк в школу, в училище, можно ходить в торговые центры, так дальше. И
проект выглядит. Вот здесь, если видно, идет тропа здоровья, и это существующая дорога, что сегодня грунтовая, да, имеет там асфальтное покрытие. И он выходит тогда на улицу Гагарина. Здесь тоже существующая дорога, где сегодня плиты. Этот участок тоже достаточно амортизирован. Следующий участок, вы видите, идет вдоль улицы Гагарина, и это идет у нас к морю. Но поскольку здесь двигаются машины, и здесь парковка, тогда для безопасности проектировщики проектировали велосипедную пешеходную дорогу вдоль существующую дорогу. Здесь он идет на существующую дорогу и дальше на тропу с дорогой. Здесь тогда тоже существующий участок, только наблюдали нормы, и поэтому немножко передвигается автобусная остановка. И, конечно, здесь ряд других технических вопросов, там осуществления и так дальше. И дальше эта дорога идет вдоль Кировля. В принципе, здесь тоже мало где нету существующей дорогу. Например, этот участок сегодня он есть, только покрытие надо менять. Вот этого участка нету. Вот, но в принципе пользуется здесь очень широкая проезжая часть, поэтому здесь пользуется проезжая часть. У нас есть меры безопасности, здесь предусмотрено. И вот так эта дорога идет. И иллюстративно еще нарисованы здесь такие меры безопасности для пешеходов тоже. И последний участок, самый северный, это улица Поли. Меры безопасности, это тоже нормативное решение. Эти переходы немножко отдвигаются от этого проезжей части дальше. И он тогда соединяется с этой спорной дорогой, что мы надеемся в этом году уже строится. И поэтому мы говорили об этом участке, и уже проектирование поддерживал Израиль маленькими суммами. И сейчас есть возможность тоже обращаться к ним и получить поддержку до 20 тысяч. То, с одной стороны, для строительства дороги не такая большая сумма, но все равно она большая сумма. И хозяйство делает свои расчеты, и в принципе это покажет, что за счет этого можно строить этот самый сложный участок вот отсюда из тропы здоровья, и почти сюда можно как-то строить такой участок. По-моему, этого участка там в объеме не было. Это расчетная сумма, и конкурс уже дает материальную сумму. И, в принципе, Татьяна Иванова уже показала, какие цифры у нас предусмотрены бюджетные стратегии. И там есть предусмотрено деньги для реконструкции дорог 350 тысяч, также для реконструкции дамбы на улице Печь, и отдельно выделено этот объект. Так что, в принципе, возможно попробовать подавать сюда проект и этот участок начинать строить. Что так, не было хорошо, и это прошу поддержать. Итак, коллеги, пожалуйста, вопросы, пожалуйста, Александр. Покажи, пожалуйста, на карте, где будет второй этап и где будет третий этап. Второй этап на вот красный, белый. Второй и третий этап с ними немножко легче. Вот, что представляет здесь школа Памятника. И у них с северной стороны есть первый этап
начинается с простой здоровья и заканчивается здесь, где-то есть главную школу. А второй этап это уже отсюда до Данинское шоссе, ну, до Данинское шоссе, а до этой спорной дороги, да. Технику еще точнее. А сколько там надо второй, третий, четвертый этап, мы до сегодня не знаем. По словам отдела, хозяйственного отдела, здесь уже есть эти работы провести, потому что установить часто надо, например, освещение сегодня вот с этой стороны надо перенести вот в эту сторону. Ну, поэтому это первый этап немножко сложнее. То есть второй и третий этап, я так понял, что это вот соединение именно вот соборной дороги. Пожалуйста. У меня вопрос. Мы сейчас принимаем решение только относительно первого этапа. Второй сейчас... Пожалуйста, вопрос. Еще один вопрос. По первому этапу корабль, да, там предусматривают наконец Субаров, нормальный спуск. Это отдельно проектировать надо, это именно проектировать. Это потому что идет с северной стороны. А это надо проектировать этот склон, чтобы там действительно нормально все сделать. Мы заявку бюджета 2017 года такое ходатайство представляем. Еще, пожалуйста, уважаемые коллеги. Вопросы? Вопросов не вижу, замечания. Предложения. Если желающих выступить по этому пункту нет, тогда возвращаемся к проекту решения. Кто за то, чтобы представить целевому учреждению СТ-Рая ходатайство о финансировании проекта строительства трассы здоровья в восточной части села Мия первого этапа на следующих условиях. Установить предполагаемую общую стоимость проекта в размере до 160 тысяч евро. Сумма ходатайства составляет до 20 тысяч евро. Самофинансирование со стороны города Силомея до 140 тысяч евро. Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кто против? Воздержался? Решение принято. Уважаемые коллеги, мы с вами выполнили повестку дня сегодняшнего заседания. И так случилось, что именно сегодня заканчивается срок нашей работы. Сегодня у нас последнее заседание городского собрания. И я от всего сердца благодарю всех тех, кто работал, честно работал в течение этого долгого времени. Те, кто участвовал в работах комиссии, участвовал в работах рабочих совещаний, те, кто, я уверена, сделал достаточно много для нашего города и его блага. Я еще раз говорю всем спасибо, отдельные слова благодарности работникам городского управления за помощь, за сотрудничество. Всех вас поздравляю с окончанием вашего жизненного и моего жизненного этапа на этом пути. И на память о сегодняшнем событии, уважаемые, примите маленький сувенирчик.